Республика Кыргызстан и Республика Саха-Якутия. Несмотря на территориальную отдаленность друг от друга, в формировании первой государственности и традиционной культуры кыргызов и якутов издревле существовали общие исторические корни. Южные истоки якутов связаны с курыканским наследием, развитие которого шло в тесном контакте с культурой енисейских кыргызов. В X-XI веках часть курыкан была оттеснена на север монголоязычными племенами, поэтому Центральная Азия и Южная Сибирь были первой родиной якутов. Прибайкалье и Забайкалье – второй, а современная Якутия – третий. А кыргызский этнос формировался на основе двух этнических групп – центральноазиатско-южносибирского и среднеазиатского. Енисейские кыргызы, переселившиеся на Тянь-Шань, составили ядро в формировании современных кыргызов. Таким образом, Центральная Азия и Южная Сибирь стали общим местом зарождения этнокультуры кочевников. Революция 1917 года сыграла исключительную роль в жизни двух кочевых народов. За какие-то 1,5–2 десятка лет они, минуя капиталистический строй, перешагнули в социалистический путь развития. В 1922 году Якутия получила права автономной республики, а после распада Советского Союза в 1991 году стала республикой Саха-Якутия в составе Российской Федерации. В 1924 году в Средней Азии была образована Каракиргизская автономная область. Год спустя – Киргизская автономная область. Затем переименовали в Автономную республику. А в 1936 году дали статус союзной республики. В знаменательном 1991 году Киргизия стала суверенной республикой. В истории двух республик 20-30-е годы прошлого века были судьбоносными. С одной стороны, произошли колоссальные преобразовательные процессы, а с другой – трагические духовно-нравственные деформации. Но каким бы было наше настоящее, если бы не лучшие сыны Отечества и весь цвет национальной интеллигенции? Им выпал шанс изменить судьбу своих народов и строить новый мир. Одновременно они приняли на себя все изломы истории и удары судьбы своего поколения. Яркими представителями просвещенной части населения Якутии были Максим Амосов, Платон Оюнский, Степан Оржаков, Исидор Барахов, Степан Васильев. Они еще в юности прошли школу революционно настроенной политической ссылки в лице Емельяна Ярославского, Серго Орджоникидзе и их соратников. Максиму было 20, когда он стал лидером молодежи в установлении советской власти в Якутии. В 1922 году он возвратился в Якутск с декретом об образовании автономии. Будучи председателем Совнаркома, организовал научно-исследовательскую экспедицию Академии наук СССР для изучения экономического и промышленного потенциала Северного края для его планомерного развития. У истоков государственности Киргизии стояли 23-летний Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыков, Ишиналы Арабаев и Аджимат Шабданов. Именно при Абдрахманове были определены современные границы Кыргызстана. Он 6 лет возглавлял правительство республики, и за это время удалось построить железную дорогу до Канта и Токмака, первые крупные фабрики и заводы.
Спасение голодающего населения Казахстана и Сибири – это тоже один из гуманных поступков председателя Совнаркома, за что он получил взыскание ЦК ВКПБ и был отстранен от руководства республикой. Средняя Азия и Крайний Север. Географические и климатические условия говорят сами за себя. Это были два полярных друг другу региона. Но их сближали общие этнические, культурные особенности и исторические вехи строительства нового мира. Волею судьбы Максим Амосов работал не только в Якутии, но и в Москве, Казахстане, а затем и в Киргизии. К приезду в Среднюю Азию он уже был видным общественным и политическим деятелем страны Советов. Лично знал Ленина и аппарат ЦК ВКПБ с его главным идеологом Сталиным. Приехав в Киргизию, Амосов сразу полюбил этот горный край с быстрыми реками, прохладными озерами и вечно зелеными елями. Киргизию, любя, он называл «советской Швейцарией». В 1937 году обстановка в стране была крайне неспокойной. Февральско-мартовский пленум ЦК ВКПБ официально возвестил о переходе от массовых репрессий к тотальным чисткам. В Киргизии, как и во всей стране, царила обстановка повсеместного разоблачения врагов народа, шпиономании, приклеивания политических ярлыков. И в этой сложной атмосфере Амосову предстояло возглавить Компартию Республики. Первые же дни оставили нам очень хорошее впечатление. Как будто бы мы знакомы были с ним давно. Он такой обаятельный, и человек, когда говорил, он был, видимо, большой оратор. Горячий и дружественный такой. Время было очень трудно, каждый день несколько человек сажали. Несмотря этого, он как будто бы холоднокровный, как будто бы нормальный. Еще до приезда Амосова секретарь киргизского обкома Морис Белоцкий был освобожден от занимаемой должности по причине подозрения во враждебных действиях. Нарком НКВД Киргизии Четвертаков открыто и с особым пристрастием разоблачал врагов народа. К этому времени были арестованы выдающиеся сыны кыргызского народа Жусуп Абдрахманов, Адыкерим Сыдыков, Ишиналы Арабаев и Аджиман Шабданов. В первый же день приезда товарища Амосова в Киргизию я имел с ним беседу. На его вопрос, наши ли люди Исакеев, Джейнбаев, Синаманов, наркомзем, другие, я ему ответил, что, насколько мне известно, по их прошлой, всякого рода группировочной деятельности, эти люди не наши. Товарищ Амосов мне возразил, что это неправильная установка и неправильная линия отношения к националам. И это нужно немедленно исправлять и оказывать им полное доверие. На заседании бюро киргизского обкома 22 марта 1937 года Амосов избирается первым секретарем. Следовательно, под его председательством на Пятом съезде Советов были приняты заключительные документы по преобразованию республики из автономной в союзную. В это же время 8-й пленум обкома, тоже под его руководством, восстанавливает Орозбекова и Синаманова в правах членов бюро, как необоснованно выведенных из состава бюро на предыдущем пленуме. Из воспоминаний Джаналиева, исполняющего обязанности заведующего отделом печати ЦК КПБ Киргизии, впоследствии главного редактора газеты «Советская Киргизия». Разговаривал Амосов всегда очень спокойно, никакой грубости и высокомерия не было.
Несмотря на очень трудное время, шли беспрерывные аресты. Он быстро завоевал симпатию всего населения республики. Максим Кирович с оптимизмом смотрел в будущее. Верил в успехи строительства социализма в Киргизии. С первых же дней приезда во Фрунзе он объездил всю республику, чтобы воочию увидеть, какое хозяйство ему досталось. Именно ему предстояло выработать генеральный курс развития новой республики и представить его на первом съезде КПБ Киргизии. Уже в апреле и мае он обращается в Москву с просьбой поддержать строительство Великого Киргизского тракта и создать авиацию Средней Азии. 5 июня 1937 года, открывая первый съезд Компартии Киргизии, Амосов выступает с пламенной речью. «Товарищи, всем нам с вами выпала великая честь быть творцами и в то же время свидетелями одной из ярких и блестящих страниц истории киргизского народа». На этом съезде рассматривались перспективы социально-экономического развития республики. Амосов поставил задачу превратить Киргизию в индустриально-аграрную республику, обозначил шаги, которые нужно предпринять в ближайшее время, перелом в добыче каменного угля, эксплуатация гидроэнергетических ресурсов, разработка цветных и редких металлов, использование средств механизации в сельском хозяйстве. Амосов отметил, что у обкома партии и Совета народных комиссаров был один хлопководческий уклон, а все остальные отрасли хозяйства Юга были совершенно заброшены. Из воспоминаний Туратбекова, первого секретаря Иссык-Кульского райкома партии. Население Иссык-Кульского района просило партийно-советские организации силами и средствами колхозников, рабочих совхозов и предприятий в порядке народной стройки построить улучшенную дорогу на территории районов длиной 110 километров. И с этим вопросом я обратился к Амосову. Рассмотрев мою просьбу, он согласился строить дорогу и оказать помощь в выделении техники и в обеспечении людьми. Дорога за осенне-зимний период была построена. Амосов не только на словах, но и на деле прилагал все усилия для выдвижения национальных кадров и привлечения их в аппарат управления. Смело с момента приезда и на пленум, где разговаривают, где работают, выезжал, посмотрел, куда этот парень можно выдвигать. Таким образом, многих выдвигали. И в то же время этих людей старался подучить, подсказать ему, как, к какому вопросу, как подойти, как решать. Прямо как отцовский совет давал. И таким образом молодых, растущих, грамотных товарищей много выдвинули. Так, на первом съезде критиковалась политика прежнего руководства и приводились следующие факты. В аппарате обкома партии работал только один человек из коренного населения. Из 43 директоров МТС было 3 киргиза. Из 76 директоров только 13. Из 99 агрономов – 1 киргиз. Из 320 врачей всего 7. Из 282 студентов Киргизского педагогического института училось 27 киргизов. На этом же съезде у Амосова хватило мужества затронуть вопрос о реабилитации безвинных жертв. Товарищ Амосов заявил, что теперь о НКВД можно говорить все, что угодно. Съезд проходил как никогда долго – 12 дней. В последующем все материалы, постановления и резолюции съезда были изъяты, так как они составлялись врагами народа. Амосов стал на путь создания комиссии по рассмотрению материалов националистов. Одна из комиссий была организована под его председательством. Он на первом же заседании беспрерывно делал заявления. Один протокол показаний еще ничего не дает. Моральный и физический террор
с каждым днем нарастал. Нетерпимое отношение к какому-либо инакомыслию нагнетало атмосферу до предела. Амосов еще в 1934 году, после смерти Сергея Мироновича Кирова, понял, что рано или поздно это может коснуться и его. По воспоминаниям супруги Раисы Цугель Амосовой, он неоднократно говорил: «Если что случится, скрывайся, я скрыться не смогу, а ты с детьми скрывайся». Ему же ничего не оставалось, как идти навстречу неизвестности. Как только я получил протокол допроса Абдрахманова, с его содержанием я познакомил товарища Амосова. Последний после ознакомления заявил мне: «Ну, в его положении он может наговаривать на кого угодно». Зная о жестоких пытках в недрах НКВД, защищая национальные кадры кыргызского народа, Амосов последовательно проводил линию недоверия показаниям арестованных. Он еще на первом съезде выдвинул кандидатуру Турыкула Айтматова на пост третьего секретаря. Амосов дважды выступил на съезде с его защитой, стараясь протащить его в состав ЦК. И только после того, как на съезде была нами опубликована переписка Айтматова с Абдрахмановым, кандидатура Айтматова была провалена. Другая записка касается личности выдающегося тюрколога и создателя кыргызского алфавита Касыма Тыныстанова. После ознакомления товарища Амосова с протоколом показаний Абдрахманова я просил разрешить мне арестовать Тыныстанова. Товарищ Амосов мне ответил отказом, заявил, что надо подождать. Я вскоре принес ему заявление Тикеева о том, что Тыныстанов националист. Он снова отказался рассматривать вопрос об исключении его из партии и аресте. Эта волынка тянулась 1,5 месяца. Период работы в Киргизии для Максима Кировича был самым сложным и трагичным. Он, как первый секретарь обкома партии республики, обязан был выполнять все указания ЦК ВКПБ и реагировать на сведения органов НКВД. Но он принимает роковое решение – пойти против государственной карательной системы. По всей стране шли тотальные чистки, и только в Киргизии в период работы Амосова был зафиксирован факт создания особой комиссии по проверке работы НКВД. Деятельность этой комиссии закончилась трагически. Все ее члены были репрессированы. Дни Амосова уже были сочтены, но он уходил с головой в работу, чтобы успеть сделать намеченные на первом съезде Компартии Киргизии. В такие трудные моменты только семья, любимая спутница жизни Рая, дети, Аэлита, Яна и рожденная уже в Киргизии младшая дочь Лена отвлекали его от страшных мыслей. Возможно, слушая радио, вместо оголтелых выкриков о врагах народа, он хотел услышать аланхо своего народа. Или мечтал увидеть родной Алас, где прошло его детство. Мир изменился на его глазах до неузнаваемости. Идеалы первых революционеров-ленинцев канули в прошлое. Пришло время волчьих законов. И только встреча с простым народом, общение с аксакалами ненадолго, но успокаивали тревожные мысли Амосова. Слушая народный эпос «Манас», он будто набирался сил и энергии для дальнейшего противостояния. Предупредить товарища Амосова, что в случае повторного допущения с его стороны либерализма в отношении врагов народа ЦК ВКПБ будет вынужден применить к нему крайние меры взыскания
секретарь ЦК Сталин. Понимая суть грозного и сурового тона Сталина, Амосов не мог не осознать безвыходности своего положения. Его дни были сочтены. Он завоевали здесь среди населения такой авторитет, как будто он работал лет 6-7. Он своим характером, своей работой, своим трудом за краткое время показали народу. И народ чувствовал себя как большой руководитель. Организованная им работа специальной комиссии по проверке НКВД Киргизии не прошла даром. В сентябре решением Бюро Компартии Республики нарком внутренних дел Четвертаков был освобожден от занимаемой должности и впоследствии расстрелян за сфабрикованные дела. Но на смену ему была назначена еще более зловещая фигура, некий Лоцманов, на время которого пришелся самый кровавый пик репрессий в Киргизии. Какой бы силой и убеждения не обладал Амосов, судьба оказалась неподвластной ему. 6 на 7 ноября 1937 года. Максим еще не знает, что торжественный парад во Фрунзе, посвященный 20-летию Великой Октябрьской революции, станет роковым в его жизни. Именно в этот день противостояние между Амосовым и НКВД закончится, и ловушка захлопнется. Из воспоминаний Аллы Такамбаева, народного поэта Киргизии, героя социалистического труда. Мы в тюрьме заплакали, узнав об аресте Максима Кировича. При помощи стука нам сообщили, что он очень плох. В первый же день ему перебили пальцы рук. Вскоре его увезли в Москву. Максим Кирович Амосов был посмертно реабилитирован в 1956 году, так же, как многие тысячи безвинно замученных и расстрелянных. Только в 1989 году родные Максима Кировича получили извещение о дате его смерти – 28 июля 1938 года. Геноцид Сталина по отношению к своему народу нанес непоправимый урон и отодвинул развитие многонациональной страны на многие десятилетия назад. До сих пор кыргызская земля содрогается после кровавого террора прошедшего столетия. В 2001 году в старой шахте кирпичного завода были найдены останки 137 безвинно осужденных и убиенных. Их имена навечно запечатлены в мемориальном комплексе памяти Ата-Бейит в Кыргызстане, чтобы новые поколения знали и помнили, какой ценой достается свобода и желание быть хозяином своей земли. Ветер северный, свободный, унесет меня домой. Снег пушистый и холодный защитит меня собой. Я останусь верным сыном, другом, братом и отцом, честным пламенным Максимом, чтобы жить в сердцах потом.